Крутой разворот. После трехдневного пребывания у Анастасии, вернувшись на теплоход, я несколько дней вообще не в состоянии был вникнуть в дела фирмы. Не мог принять решение ни по маршруту дальнейшего продвижения теплохода, ни отвечать на радиограммы, приходившие из Новосибирска. И наемные работники, и часть команды, словно заметив мое пренебрежение к делам, стали поворовывать. Милиция Сургута, где стоял теплоход, и охрана задерживали воров, составляли протоколы, но мне и в этой ситуации до конца вникать не хотелось. Трудно сейчас сказать, почему общение с Анастасией так сильно повлияло на меня. Раньше ко мне в фирму приходили многие представители из самых разных духовных конфессий. Рассказывали, будто бы хотят сделать для общества что-то там хорошее, и всегда просили денег. Иногда давал, чтобы отвязались, не вникая особенно в их дела. А зачем было вникать, если всегда разговор заканчивался просьбой денег? Анастасия, в отличие от всех духовных, денег не просила, и вообще невозможно было представить, что ей можно дать. Внешне у нее вроде бы ничего нет, а создавалось впечатление, что она обладает всем. Я распорядился следовать теплоходу прямым ходом в Новосибирск. Запираясь в каюте, размышлял. Более 10 лет бизнеса, руководство коллективами научили многому. Взлеты и неудачи выработали умение искать и находить выход в различных ситуациях. Однако в этот раз ситуация складывалась хуже некуда. Одновременно навалились все беды. Крах фирмы казался неминуемым. Кто-то из доброжелателей уже запустил в фирму все разрастающийся слух. С ним что-то случилось. Потерял способность принимать эффективные коммерческие решения. Дескать, спасайся, кто может. И спасались. По возвращении я увидел, как спасались. Даже родственники руку приложили, растаскивая фирму. Все равно все прахом пойдет, считали они. Лишь небольшая группа из старых работников тщетно пыталась противостоять развалу, но и они по прибытии штабного теплохода, увидев, какую я стал считать литературу, испугались за мое психическое состояние. Я абсолютно трезво оценивал сложившуюся ситуацию. Прекрасно понимал, что с этим коллективом выправить положение уже не смогу. Даже те, кто раньше в рот заглядывал, будут подвергать сомнению любое принятое мною решение. Рассказать кому-либо про Анастасию очень хотелось, да возможным, что поймут, не представлялось. Можно и в дурдом угодить, и так в семье о лечении поговаривать стали. Окружение негласно требовало от меня коммерческих проектов и непременно эффективных. Мои новые увлечения расценивались как сумасшествие или психический надлом. Я действительно много стал думать о разном в нашей жизни. Что же происходит в ней, думал я. Провернешь одну коммерческую операцию, заработаешь
а удовлетворения нет, сразу большего хочется. И так уже на протяжении более 10 лет. Где гарантия, что не будет эта гонка продолжаться до конца дней, а удовлетворение так и не наступит? Одному на бутылку рубля не хватает, и он расстраивается. Миллиардеру миллиарда на какое-то иное приобретение не хватает, тоже расстраивается. Может, дело не в количестве денег. Однажды утром в фирму ко мне пришли двое старых знакомых, коллег-предпринимателей. Они были руководителями крупных коммерческих фирм. Я с ними стал разговаривать о сообществе предпринимателей с чистыми помыслами, о цели нашей деятельности. Хотелось поделиться все же с кем-то. Они разговор поддерживали, кое с чем соглашались. Мы долго разговаривали. Я еще подумал, неужели они сразу все поняли, раз столько времени на разговор потратили? Потом мне водитель мой и говорит: они, Владимир Николаевич, к вам по просьбе пришли. Их пригласили те, кто беспокоится за ваше здоровье. Узнать хотели, о чем вы думаете все время, что беспокоит. Ну, одним словом, нормальный вы или нет. Вызывать врачей или подождать, пока пройдет. А ты каким меня считаешь? Он помолчал некоторое время, потом произнес тихо: 10 лет вы нормально работали. Про вас в городе многие говорили удачливый, а теперь в фирме все боятся вообще без зарплаты остаться. И тут я понял, как далеко зашла забота обо мне, и сказал водителю: давай, разворачивай машину. Я вернулся в фирму, собрал экстренное совещание, назначил руководителей по разным направлениям, предоставил полную свободу действий в мое отсутствие. Сказал водителю, чтобы приехал за мной рано утром для поездки в аэропорт. В аэропорту он вручил мне теплый сверток. Я спросил: что это? Пирожки. Значит, из жалости ты мне ненормальному пирожки даешь? Это жена моя, Владимир Николаевич, спать не ложилась, всю ночь стряпала, раньше не пекла, молодая еще, а тут и взялась. Настаивала, чтобы отдал. В полотенце их завернула, теплые еще. Говорит: не скоро вы вернетесь, если вообще вернетесь. Прощайте. Ладно, спасибо тебе. Через несколько дней он уволился из фирмы. Кто определяет курс? В кресле самолета я закрыл глаза. Курс самолета определен четко. Он направлялся в Москву. Курс своей дальнейшей жизни мне еще предстояло определить, а думалось больше о предпринимателях. Сейчас многие все еще продолжают считать предпринимателей людьми, непременно торгующими, скопившими первоначальный капитал каким-то нечестным путем и приумножающими его за счет окружающих. Конечно, как и среди разных слоев нашего общества, есть разные люди и среди предпринимателей. Однако, находясь в гуще событий предпринимательской жизни с самого начала перестройки, смею утверждать, что предприниматели первой волны в своем большинстве делали первоначальный капитал за счет поиска
нестандартных решений в выпуске новых или дефицитных товаров-услуг, более рациональной организации производственных процессов. Способность большинства советских и российских предпринимателей делать деньги с нуля и даже без кредитов, ведь заводов, приватизированных, как у последующей волны, у первых предпринимателей не было. Вот и вынуждены были первые предприниматели головой думать, да на везение надеяться, и делались деньги с нуля. В качестве доказательства приведу примеры из собственной практики. Деньги с нуля. Еще до перестройки я руководил небольшой бригадой фотомастеров. В нее входили лаборанты, фотоателье, разъездные фотографы. Зарплата и приработок были у всех и позволяли иметь средний по тем временам достаток. Все получали процент от выручки. Хотелось большего, но для этого необходимо резко поднять выручку, увеличить количество клиентов. Мне удалось найти решение. Им и сейчас желающие могут воспользоваться. Однажды на загородной трассе спустилось колесо моего горбатого запорожца. Пока камера вулканизировалась, я смотрел на проходящие одну за другой машины и думал, какая была бы колоссальная выручка, пожелай владельцы этих машин сфотографироваться. Через несколько минут в голове созрел план, который впоследствии был осуществлен и увеличил выручку коллектива в 4 раза. Происходило это так. У трассы вставал фотограф с фотоаппаратом. У него были 2 помощника с зелеными повязками на рукавах и с эмблемой на них. СБ. Служба быта. В руках жезл госавтоинспекции. Водители останавливались, думая, что это зеленый или еще какой-либо патруль. Узнав, что им всего лишь предлагается бытовая услуга, и никто не собирается придираться, наказывать, проверять, с удовольствием вставали у передних номеров своих машин фотографироваться, сообщали адреса, куда фотографии высылать наложенным платежом. Нужно было вставать у номеров, чтобы адрес потом не спутать. Такую услугу стали оказывать на всех крупных трассах, ведущих к Новосибирску, в течение полугода. Потом часто стали попадаться водители, уже получившие такую услугу. Но за эти полгода бригада успела заработать довольно приличную сумму денег. Потом я придумал операцию фотосъемки частных домов с текстом, как на открытках «Мой дом родной», «Отчий дом» и тому подобному. Бригада перефотографировала огромное количество домов. Спрос был очень большой, поэтому фотограф не спрашивал желания, приезжал в населенный пункт, просто шел по улице и фотографировал все дома. Потом почтальоны разносили фотографии и собирали деньги. Люди отправляли эти фотографии своим детям. Многие говорили, что они вызывают желание у детей приехать погостить. У объединения Новосибоблфото возникали проблемы с выплатой зарплаты бригаде, так как она, по мнению администрации того времени, превышала все разумные пределы. Но поделать ничего не могли,
так как процент отгрузки был у всех одинаков. С первых дней перестройки наша бригада отделилась от объединения. Из нее и образовался самостоятельный кооператив. Меня избрали председателем. Теперь можно было работать более свободно, сформировать первоначальный капитал и заняться более масштабным делом. Я стал думать, что бы еще предпринять для увеличения дохода фирмы. Однажды разговорился со своим знакомым из Института теоретической и прикладной механики. Он пожаловался. Зарплату задерживают, лабораторию хотят расформировать. Куда идти, что делать? Никому мы теперь не нужны. «А что твоя лаборатория делала раньше?» – спросил я. «Пленку термоиндикаторную. Теперь и она никому не нужна». «Для чего эта пленка?» «Для разного», – отвечает и достает из кармана кусочек черной пленки. «На», – говорит. Я взял кусочек этой пленки, а он, кусочек, вдруг весь позеленел под моим пальцем. Я его даже отбросил. «Что за гадость такая? Зеленеет. Надо руки помыть», — говорю я ему, а он мне и отвечает. «Не беспокойся, она просто под воздействием температуры твоей руки цвет поменяла. Она так реагирует на изменение температуры. Если бы температура была выше нормы, пленка бы покраснела. При нормальной температуре тела пленка имеет вот такой зеленоватый окрас». Идея созрела быстро. Фирма стала выпускать плоские термометры и стресс-индикаторы. На красиво разрисованной картонке с квадратиками разных цветов, напротив которых стояли цифры градусов, соответствующие цвету, наклеивали кусочек пленки, и получилось изделие. Реализовывали мы свою продукцию через систему государственной торгпосредконторы. По многим регионам тогда еще не развалившегося Советского Союза. Коллектив кооператива увеличился. Зарплата у всех получилась очень приличная. Начал скапливаться тот самый первоначальный капитал в кооперативе. Лаборатория институтская тоже в накладе не осталась, так как деньги стала приносить институту. Мы 2 машины для кооператива приобрели, аппаратуру, а тут случай помог сделать неимоверный рывок. Как-то прихожу днем в контору кооператива и вижу, на одном телефоне секретарша моя слушает и что-то записывает, на другом уборщица. В конторе всего 2 телефона и было. Они только трубку на рычаг, как снова звонок. Потом секретарша говорит: 3-й час звонки не прекращаются, один за другим, без перерыва. Все просят наши термометры и стресс-индикаторы. Один ругался, говорил, что мы жлобы да перестроечные. Если хотим цену повысить, он готов по повышенным ценам партию закупить. Все просят большими партиями. Готовы даже предоплату нашему кооперативу делать. В начале перестройки в нашей стране, как вы помните, был расцвет китчевой продукции. Спросом пользовались разные пластмассовые клипсы, плакаты, календарики с полуобнаженными девушками. Все хватали это, как полоумные. Наша продукция на таком фоне, конечно, выглядела супер новинкой. Но ведь выпускали мы ее уже полгода, а тут вдруг такое резкое увеличение спроса, прямо ажиотаж. Что-то произошло. Но что?
Оказалось, накануне этого дня вечером по центральному телевидению комментатор-международник Светов, рассказывая о Японии, сказал: «Японцы народ изобретательный», а потом в качестве примера показал японский стресс-индикатор. Он был похож на наш. Так я впервые на практике узнал о значении рекламы и понял, что такое везение. Цех нашего кооператива работал в 3 смены. Упаковку, обрезку, доработку продукции делали на квартирах наемные работники. Доход неуклонно возрастал. Приобрели прогулочный теплоходик. Я решил выпускать еще и сеялки для фермерского хозяйства. Зафрахтовали большой пассажирский теплоход для организации бизнес-туров, торговых экспедиций в районы Крайнего Севера. Несколько гвоздичек положим и финики, очищенные от косточек, конечно. Сейчас в блендер все положим, водичку нальем и будем крутить. Наш сегодняшний утренний волшебный витаминный напиток готов. Красота же! Счастье, радость и любовь, и все свое родное, чудесное. Кырларыма шығып, қушылам табиғат жырына. Оғаш жапырақлары шаулауына, құшыларының сайрауына. Яфраклары шаулауына, құшыларының сайрауына.